Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал своим сподвижникам: что с вами произойдет? Он сказал: что же случится с вами тогда? В те дни среди вас распространятся 3 признака, 3 свойства. Номер 1. Ваши женщины перейдут все границы и станут открыто выступать против всемогущего Аллаха. Они выйдут за пределы. Представьте себе море. Если вода поднимется выше определенного уровня, будет наводнение. Тагат – это когда вы переходите все границы, после чего начнется кавардак, цунами, и ваши женщины нарушат эту границу. Второе. Ваша молодежь, молодые люди станут открыто грешить, без стыда и страха. Социальные сети стали сегодня средством самовыражения тех, кто жаждет бесстыдно показывать всему миру свою порочную жизнь. И третье. Вы все вместе, как умма, перестанете бороться и прикладывать усилия ради религии. Люди будут бороться за работу и образование, но когда речь заходит в целом о религии как таковой, люди начнут запрашивать фетвы. Допустимо ли это? Нормально ли то? А это не слишком? А то не перебор? И так далее. И если кто-то пожертвует чем-то ради религии, внезапно все вокруг начнут жалеть его, сочувствовать. Бедная жена, бедные дети, бедный человек, он с ума сошел. Умма в целом перестанет идти на какие-либо жертвы и прилагать усилия ради довольства Всевышнего Аллаха. Когда сахабы услышали все 3 признака, это шокировало их. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: произойдет еще более худшее, чем это. Произойдет то, что вы перестанете побуждать людей совершать хорошие поступки, и вы перестанете запрещать друг другу совершать зло. Север станет югом, юг станет севером, правильное станет неправильным, ошибочное станет верным. И когда эта умма упадет до такой степени, что станут считать зло добром, а добро злом, станут повелевать совершать плохие поступки и удерживать друг друга от совершений хороших, когда женщины перейдут все границы дозволенного и падут на самое дно безнравственности и неповиновения Аллаху, когда дети и молодежь начнут открыто грешить, всемогущий Аллах сказал: клянусь, я пошлю такое испытание людям, живущим в те времена, что даже самые образованные и самые стойкие, самые разумные мужчины и женщины той эры не смогут придумать, как выбраться из той ситуации. Они будут загнаны в ловушку, куда бы ни пошли, и будут безуспешны в поиске решения. И сейчас, братья и сестры, буквально несколько слов о приходе Даджаля. Как было сказано, один из признаков наступления конца света в том, что уйдут праведные люди. И мы просим, умоляем Аллаха, чтобы Он не дал нам увидеть Даджаля. Но я хочу сказать, что хотя мы можем и не увидеть Даджаля, иншаллах, но мы определенно живем сейчас в эпоху, предшествующую Даджалю, эпоху, когда готовится сцена.